Привет-привет, с вами снова я, Надежда Счастливая. Ну и как всегда, что-то очень полезное для вашего английского. У каждой хозяйки есть свой какой-то фирменный рецепт какого-нибудь очень вкусного блюда. Так вот и у меня есть свой фирменный рецепт для того, как учить английский, причем какой английский. Речь пойдет именно о разговорном английском языке. Давайте с вами немножечко проясним, что такое я вкладываю в понятие разговорный английский язык. Дело в том, что я уже рассказывала не раз о том, что есть очень такое большое очень отличие, да, того английского, который мы учим в школе, в институте, на курсах, через учебники, через самоучителей и так далее, и так далее, и так далее, от того английского, который вы слышите, когда приезжаете в страну, и тот английский, который вы слышите в песнях, тот английский, который вы слышите в фильмах и сериалах. Вот дело в том, что, к сожалению, получается так, что когда мы учились еще, да, возможности выезжать за границу, общаться постоянно с носителями, находиться в этой среде не предоставлялось возможными. Если это было возможно, то это было достаточно ресурсоемко, достаточно дорого, затратно и так далее, и по времени, и по финансам. Сейчас, когда мы все живем в таком веке, прекрасном, совершенном веке, когда все доступно, да, есть такой термин, как free to all, но именно в хорошем смысле этого слова, то есть когда мы в принципе имеем возможность доступа к этой среде, не платя большие деньги за это, да, мы можем за счет того, что у нас есть интернет и есть компьютер, создавать эту среду у себя дома. Так почему же этим не пользоваться? Дело в том, что то, что учить английский по фильмам, по сериалам, это можно, это реально, почему-то не так быстро распространяется эта информация. У меня есть своя теория на этот счет, не буду сейчас ей с вами делиться. Но дело в том, что есть у меня определенные мысли на эту тему, но по результатам, которые я вижу, что люди просто не очень понимают, как это делать. Люди не очень понимают, что конкретно нужно делать для того, чтобы увидеть результат, чтобы пошло какой-то такой вот сдвиг в обучении. Если просто смотреть фильмы, это не работает. Если просто смотреть сериалы, это тоже не работает, потому что многие через это проходили и сталкиваются с определенным таким рядом проблем. Такие проблемы, например, как я вообще не понимаю, то есть в принципе я какие-то слова улавливаю, но общей связки я совершенно не понимаю. Это одна категория людей, которые слышат этот поток информационный, улавливают там максимум 2-3 слова, через 5 минут отключка, потому что все, передоз информации, больше ничего не могу смотреть, слушать, все. И в таком случае, конечно, заниматься проще по учебнику, где информация идет дозирована, где она расклассифицирована, где она разжевана и так далее. Но и там есть же побочный эффект. Это информация, вырванная из жизненного контекста. И вы эти куски потом сами не можете слепить вместе. Поэтому вы уходите от правильного пути. Правильный путь, естественный путь, это, конечно, родиться там. Родиться там, и тогда вы естественным образом английский язык выучите. Но вы можете, по крайней мере, постараться сделать это обучение достаточно естественным. А если вы уже на том уровне, когда вы уже сформировали не очень разговорный язык, и не очень естественный, не очень бытовой, и не очень живой, у вас есть возможность это исправить, если вы будете этот коктейль успеха, который я сегодня вам расскажу, применять регулярно и правильно, именно так, как я это делать рекомендую. И к чему я, собственно, это все веду? Веду я к тому, что многие не знают, как это делать правильно. Как? Ну, понятно, что по фильмам, наверное, хорошо и, наверное, правильно. Но как? Есть такое заблуждение, что фильмы это очень грязная лексика, очень много там всякого сленга, очень много всяких разных неправильных, неграмотных конструкций и так далее. Да, действительно, смотря что смотреть, как и смотря что кушать. Вы когда приходите в супермаркет, там тоже всего чего угодно полно. Есть продукты, которые напичканы химикатами, которые вредны для здоровья, а есть те, которые проверены, которые безвредны, которые полезны и так далее. Так вот, что вам нужно знать? Вам нужно почитать состав и посмотреть, а что там. Так вот, я уже это сделала за вас. Я просмотрела огромное количество фильмов, огромное количество сериалов, огромное количество видеороликов, просто даже не счесть уже сколько. И я уже как бы знаю состав.
всех этих инфопродуктов, которые есть на рынке. И именно поэтому я уже точно знаю, что вам порекомендовать, где совершенно чистый, грамотный, абсолютно безвредный язык, который можно копировать смело, который можно брать себе на борт, и который можно смело, из которого, да, можно смело составлять свой собственный, персональный, индивидуальный, ваш личный английский язык. Какое есть еще заблуждение, что я смотрю, а говорить-то я от этого не говорю. Правильно, потому что, чтобы говорить, нужно говорить. Но для того, чтобы понимать, нужно очень-очень-очень много слушать. А смотреть намного лучше, чем слушать, потому что у вас есть подкрепление как бы звуковой дорожки определенными образами, жестами, мимикой, эмоциональной составляющей, что позволяет вам понимать намного лучше. Поэтому смотрение развивает очень-очень хорошо ваше понимание. И уже потом, когда ваше понимание уверенное, и вы можете без палочки, без субтитров хорошо понимать, вот тогда уже и ваше говорение, оно автоматически, конечно, будет, если вы не занимаетесь, подхрамывать, или вообще, в принципе, если не будете даже рот открывать и вслух вообще ничего не будете говорить, вы будете прекрасно понимать, как та собака, да, но сказать совершенно ничего не сможете. Все эти нюансы, все эти проблемы нам очень хорошо знакомы, и мы этим занимаемся уже несколько лет, и я прекрасно понимаю все эти проблемы. Именно поэтому уже сформировалась определенная методика, она сформировалась за несколько лет, можно сказать, подчищены были какие-то недостатки, да, и сейчас уже, в принципе, я готова вам дать этот коктейль. Раньше это получали только наши студенты, сейчас я готова поделиться этим секретом, в принципе, со всеми, кому хочется и нравится смотреть фильмы, сериалы, и кому хочется овладеть разговорным английским языком, не выезжая никуда за границу, не тратя большие деньги на это, а сделать это в домашних условиях, как говорится, из подручных средств. Итак, давайте ближе к делу, как говорится, Надежда вечно чего-то трындычит. Ближе к делу. Итак, первый ингредиент называется поток. Я пишу именно по-русски, чтобы вам было понятно, что, ну, поток, да, вот что такое поток, будем разбираться. Ну, можно по-английски назвать это stream или streaming. Что такое поток? Что имеется здесь в виду? Имеется в виду поток, видеопоток, состоящий именно из сериалов. Вот сейчас нужно вам постараться выделить для себя четко, абсолютно. Вот, например, есть в рецептах мука. Какая мука? Есть гречневая, пшеничная, ячменная, еще какая-то, да? Нам нужна конкретная мука для того, чтобы там что-то приготовить. Вот здесь нам нужно конкретно поток из сериалов. Почему именно из сериалов? Я объясню. Дело в том, что поток можно создать из большого количества видеороликов на том же сайте TED.com, например, но вам каждый раз нужно думать и производить определенные дополнительные действия для того, чтобы найти, какой ролик сегодня посмотреть, на какую тему, обзавестись каким-то там словарем, или если даже у вас есть наши словари, ну, допустим, все равно это занимает определенное какое-то время, подготовку, выбрать, что конкретно вам нужно смотреть, в каком порядке, вот это или вот это, и так далее, и так далее. Фильмы еще сложнее, потому что фильмы, во-первых, очень длинные, 2-1,5 часа, и за раз посмотреть чаще всего не получается, разрывать неинтересно, досматривать потом тем более неинтересно, и получается, что вы не делаете это регулярно, как попало, под настроение и так далее, и так далее. Подобрать много фильмов хороших, качественных, так, чтобы вы могли это потоком смотреть, тоже достаточно сложно. Хорошо, если у вас есть такой набор, как у нас, допустим, там почти 500 фильмов, и они все в одном месте хранятся, да, конечно, хорошо тогда делать себе поток. И то достаточно сложно, потому что, я уже сказала, фильмы обладают именно длительностью сложной, и все-таки там такой сюжет цельный, единый, который разрывать надо знать еще, как это правильно делать, чтобы потом к этому вернуться. Тут есть тоже свои нюансы. Что еще можно в поток? В поток может входить, это уже будет не видеопоток, это будет именно текстовый поток, например, книги. Вы можете читать запоем потоком книги. Но опять же, это не совсем, не тот эффект, можно так сказать. Да, то есть, если сравнивать именно с кулинарией, смотреть по этой аналогии, вот немножечко не тот вкус получится, не тот эффект, не та питательность и так далее, и так далее. Именно сериалы.
Опять же, теперь смотрим поток из сериалов. Хорошо, что значит поток? Поток — это значит достаточно регулируемый поток, вот чтобы вы понимали, да, то есть его можно регулировать. Минимум — это 1 серия в день, минимум. Максимум выстраивать можно, конечно, индивидуально, в зависимости от уровня. Обычно я это проставляю именно после личной консультации со студентом, когда видно, какой у него уровень, какая цель и какая вообще занятость, да, сколько человек может на это выделить времени. Так вот, обычно, давайте начнем просто с минимума. Минимум — это 1 серия в день. Если это сериал, допустим, 40-минутный, как «Отчаянные домохозяйки», вы можете смотреть 1 серию 40-минутную, или, допустим, если это Modern Family, то это 20 минут, 20-минутка, а детский формат — это, там, допустим, 3-5 минут, та же Пеппа, они там серии, по-моему, по 5 минут идут. То есть для каждого уровня, но примерно так и получается. То есть детям достаточно 1 серии посмотреть 5-минутку, чуть-чуть те, которые посильнее, Modern Family, 20 минут, нормально, и те, которые уже чуть более уверены, 40 минут «Отчаянных домохозяек» вполне себе нормально. А далее уже по интересам, Из тех сериалов, то, что я сейчас назвала, это проверенные достаточно сериалы, которые мы знаем от и до, и там все проверено, все хорошо, можете смело брать и по ним заниматься, да? А все остальное — это уже, можно сказать, узкие направления. Если вы занимаетесь, у вас связана работа именно с какими-то юридическими вопросами, банковская система, финансы, это IT какие-то технологии, то есть это все нужно подбирать себе именно под ваши интересы, под вашу узкую направленность, специфика, да, определенная узкая специфика, там будут какие-то определенные термины и так далее, то нужно индивидуально очень смотреть. Если же этой специфики нет, то вы берете смело то, что я сказала. Modern Family абсолютно универсальный сериал, который очень хорош, очень. Именно поэтому мы в Simple System преподаем именно по нему, потому что это выбор, сделанный мною, просмотрев огромное количество других сериалов. Сейчас рассказывать, почему конкретно я не буду, у нас будет на эту тему отдельный вебинар, какие фильмы смотреть, какие нет, по каким сериалам учиться, по каким нет. Мы там более подробно эту тему осветим. Теперь возвращаемся к потоку. Где обеспечить себе поток? Я уже говорила о том, что первый, самый такой простой, всем известный вариант — это скачать на торренте, так, чтобы у вас было 2 дорожки, чтобы у вас были русские субтитры, английские субтитры, на всякий случай, чтобы там все было. И обязательно, конечно, английский звук. Вот, вы это все скачиваете, допустим, на том же rootracker.org. Нельзя это делать, но тем не менее мы делаем, да. Или это ресурс, который я всем рекомендую, Ororo.tv, который лично мне очень нравится, потому что это была такая реализация моих собственных мыслей. То есть я вынашивала такой проект уже, наверное, лет 5 назад. У меня была мечта такое, чтобы сделать, но руки у меня не доходили, потому что я акцентировала свое внимание для студентов не на потоке именно, а на втором ингредиенте, о котором мы сейчас поговорим. Итак, на Ororo.tv вы можете выбрать себе тот сериал, который вам нравится, который подходит вам по вашему скринингу, то есть по вашим фильтрам, по целям, что конкретно вам надо, какая специфика. Вы выбираете сериал, начинаете его смотреть по серии в день. Как правильно делать поток? Вообще, как правильно это все реализовывать, да, на примере одного дня, я расскажу вам в самом конце. Сейчас в общем о всех ингредиентах. Итак, второй ингредиент — это разбор. С потоком, надеюсь, все понятно. Выбрали сериал и начинаем просто в удовольствие, в потоковом режиме его смотреть. Развиваем навык догадки. То есть вам не надо копаться со словарем, вам не нужно выискивать все подряд слова. Ни в коем случае этим заниматься не стоит. Поток, он именно рассчитан на то, чтобы создать вам среду, создать вам погружение, создать ощущение присутствия носителей языка вокруг вас, научиться думать, как они, научиться чувствовать, как они, научиться воспринимать мир, как они, да, вот эти самые очки, а как англичанин, как американец видит этот мир, как они живут, что прочувствовать, вы должны это прочувствовать, для того, чтобы вы могли говорить, вам нужно научиться чувствовать этих людей, этот язык. Вот, поэтому поток позволяет это сделать. Расслабленно, не цепляясь за каждое слово, вы развиваете навык догадки. То есть сначала вы будете улавливать 2-3 слова,
потом все больше, больше и больше. В конце концов, когда вы дойдете до цифры 50 на 50, когда вы, в принципе, 50% понимаете, 50% нет, это уже нормально, то есть это уже очень даже неплохо. Стремительно эта цифра будет увеличиваться, то есть чем интенсивнее будет ваш поток, тем быстрее у вас эта цифра, она будет смещаться, да, то есть будет потом постепенно 60 на 40 и так далее, и так далее. Для того, чтобы этот поток и у вас шел эффективно, нужно обязательно вот этот второй ингредиент. Для того, чтобы получился наш коктейль, нужно обязательно сочетание вот этих трех ингредиентов. Потому что если вы только на одном потоке сосредоточитесь, как многие делали, это будет ошибка. У вас не увеличится словарный запас настолько хорошо, насколько вы хотите. У вас грамматика как была непонятна, так и останется непонятна. Вы ее интуитивно начнете понимать, как бы интуитивно, но сами так повторить не сможете. То есть вы научитесь понимать интуитивно, что should have been, это, наверное, надо было так сделать, но я не сделала. Но потом сказать самому то же самое, передать такую же суть, вы не сможете, использовав эту конструкцию, потому что не будет этого второго ингредиента. Да? Итак, что такое второй ингредиент? Разбор. Разбор, что такое разбор? Есть разные термины. Я это иногда называю elaborating, иногда называю просто parsing. Но parsing это чисто грамматический разбор. Но тот разбор, который имею в виду я, это не только грамматический разбор, это и лексический разбор тоже. Вот, поэтому разбор в деталях, такой двусторонний процесс, который рассчитан и на грамматику, и на лексику. Что конкретно и что именно я имею в виду? Не грамматические правила ни в коем случае, не грамматические термины нас совершенно не интересуют. Нам нужно в разговорном английском что? Так, я хочу сказать, что дело не в том, что я тебя не люблю или я тебя не понимаю, а в том, что то-то, то-то. Вот у вас есть суть. Но дело не в этом, а вот в этом. Как, какими инструментами, какой конструкцией мне передать вот эту суть? Понимаете, да? Вот, поэтому нам не важно, как это называется грамматически, какой там этом термин есть, да? Нам важно просто, как оно строится, как мне построить вот такую фразу, да, чтобы у нее была вот такая эмоциональная нагрузка, чтобы оно звучало именно вот так, и чтобы меня поняли именно в этом контексте. То есть наша задача в разборе обращать внимание именно на конструкции, как построено предложение, с чего оно начинается, как они его строят. Совершенно не так, как мы русские предложения строим. Совершенно в другом порядке, совершенно по-другому слова стоят, по-другому акценты расставлены, да, поэтому очень важно на это обращать внимание, как построены предложения, грамматические конструкции. Ни правила, ни темы. Сегодня мы разберем с вами present perfect, завтра present perfect continuous. Это все не работает так, как хотелось бы. Просто изучение грамматики не помогает понимать разговорный английский язык и не помогает в этой среде выживать на уровне общения и коммуникации. Вот, поэтому нас интересуют именно грамматические конструкции. Как оно выглядит, как оно построено, как мне самому то же самое сказать, но в другом контексте. Вот это важно, да? Теперь следующий момент, второй, на который нужно обратить внимание, это лексический компонент. Что здесь, то есть если грамматические конструкции, это скелет, каркас, да, скелет, кости, на что, собственно, на чем все держится предложение, то лексика это, собственно, все остальное, это мышцы, связки, это все системы, которые накладываются уже сверху. Поэтому лексика это украшательство уже такое, да, несущее смысл. Прошу прощения, это не украшательство, это, конечно, очень функциональные вещи, несущие конкретно смысл, да? Поэтому, что имеется в виду? Слова? Нет, не слова. Потому что вы можете знать миллион слов и ничего с ними не построить. Поэтому совершенно бессмысленно учить слова, заучивать списки слов, совершенно бессмысленно. Мы это проходили не раз, и ничего это не помогает. На самом начальном этапе, когда вы не знаете, как сказать он, она, оно, когда вы не знаете такие слова, как it, this, that, когда вы не знаете, что такое стол, стул, то есть самый-самый-самый начальный уровень, да,
вам нужно заучивать какие-то слова для того, чтобы у вас хоть что-то вообще, в принципе, изо рта выходило, да? Этот этап достаточно быстро проходит. И если вы нулевичок, то этот коктейль вам не очень подходит. Для нулевичков есть отдельный коктейль, можно так сказать, такой fresh start, как начинать, но об этом не сегодня. Значит, грамматические конструкции, раз, обращаем внимание на что, и второе, это именно фразы. Я прошу прощения, что я, возможно, немножко сумбурно вам как-то сейчас объясняю, но на самом деле я просто стараюсь как можно больше вам донести деталей, да, касательно этого процесса. Хорошо, значит, фразы. Почему не слова, почему фразы? Потому что, как я уже сказала, огромное количество слов это иллюзия, да, что нужно учить огромное количество слов. На самом деле не слова нужны, а именно фразы в конкретном контексте. И вот эти связки слов, именно связки слов четко, вот их нужно на вес золота, да, находить в сериалах или в фильмах, в данном случае мы говорим про сериалы, и их фиксировать, их отрабатывать, их вводить в свою собственную практику, в свою собственную речь, нанизывать, скажем так, вкручивать в свой собственный контекст. Фразы. Фразы, несущие смысл. Например, я уже рассказывала такие примеры, как для примера. Здесь все дело в том, что они говорят it's all about то-то, то-то. Это связка слов. Нас не интересуют отдельно слова it is all about, что это, да? Нас интересует связка. Или, допустим, к примеру, never mind. Да, ничего страшного, не обращайте внимания. Это фразы, и таких фраз очень много, и таких связок очень много, особенно с глаголами, например, да, то есть вот, как мы с Максимом рассказывали про набирать ванну, да, вот как сказать набирать ванну, вот надо такие устойчивые вещи, run about, чтобы вы знали, что это именно, это слово именно с этим словом употребляется, не с каким-то другим, вот, поэтому именно фразы нас интересуют, и именно конструкции, не отдельно правила и не отдельно слова. Как этот разбор делать конкретно, на примере какого-то там одного дня, как я уже сказала, в конце я вам дам четкий алгоритм, что конкретно нужно делать и как это делать правильно. Итак, поток нам обеспечивает среду, обеспечивает постоянный прилив новой информации, чтобы у нас не было никакого застоя, чтобы у нас все время шевелилось, чтобы наши, скажем так, русло нашей реки не заиливалось, да, чтобы у нас все время бурным достаточно потоком шла новая информация, чтобы мы все время как бы шел такой апдейтинг, да, и этот поток должен быть ежедневный, регулярный, не должно быть остановок, это постоянный процесс, постоянный процесс. Нету стопов в английском языке. Вообще, в принципе, в обучении нет понятия стоп. Остановились и поставили галочку. Это постоянный continuous journey. Это постоянный круг повторяющихся каких-то действий. Но просто действия меняются, да, то есть сначала вы один сериал смотрите, потом другой, потом вы там телевидение смотрите, Russia Today смотрите, BBC, CNN, вы разные передачи смотрите, потом шоу какие-то смотрите и так далее, и так далее. Что происходит? Поток постоянный, но информация все время меняется в зависимости от ваших потребностей, от ваших целей, что вы конкретно хотите, какую специфику вы хотите прокачать, какую более узкую терминологию вы хотите взять себе на борт. Вот это все будет определять ваш поток. Разбор. Разбор — это то, что помогает вашему потоку становиться все более и более понятным и осознанным. То есть, если у вас раньше было 5-10 слов из 100 понятны, то за счет разбора вам будет становиться все больше и больше понятно. То есть, сначала 15, 20, 30, 50, 70 слов из 100 вам уже понятно. И не просто слова вам понятны, а вы начинаете понимать суть, смысл достаточно быстро. За счет того, что вы видите шаблонные грамматические конструкции, которые постоянно, в принципе, повторяются, они везде одни и те же.
У вас будет золотой набор этих грамматических конструкций, которые вы будете видеть, и четкая ассоциация у вас будет с таким-то смыслом. Ага, вот это should have been doing, надо было делать то-то, то-то, а я делала что-то другое. I have to do this, ага, я должен, я вынужден это сделать. У вас будут расставляться эти ассоциативные связки. Да, то есть вы будете чувствовать, вы, во-первых, будете видеть, как это написано, потому что вы будете через субтитры это все разбирать. Вы видите, как это написано. Вы слышите, как это герой сказал. Вы видите, с какой интонацией, с какими жестами, с какой мимикой он это все говорит. И это все отпечатывается у вас в памяти. И налаживается такая связка, да, спеллинг слова, как он написан, как он звучит и что с этим всем связано, какой там контекст, какая там эмоциональная окраска и так далее, и так далее. Все это вместе создает яркий такой импринт, яркий образ, у вас хорошо эта лексика запоминается, все конструкции запоминаются. Интуитивно вы начинаете все это чувствовать. И фразы, соответственно, они у вас тоже начинают связками, не отдельно каждое слово, а связки вы начинаете понимать, вы начинаете догадываться. Ага, вот где-то в другой связке было вот так, а здесь вот так, ну похоже, должно быть что-то с этим связано. У вас будет шикарно совершенно развиваться навык догадки, и вам не нужно будет постоянно заглядывать в словарь, вы будете догадываться, о чем идет речь, даже если вы не знаете все слова. А это очень важно, находясь в среде, общаясь с носителем, они, к сожалению, ну, или не к сожалению, просто по факту говорят достаточно быстро. Поэтому знать все слова невозможно и не нужно к этому даже стремиться, это глупость полнейшая. Но нужно развивать навык догадки, чтобы вы могли всегда догадаться, о чем идет речь, даже если вы не знаете эти слова. Хорошо, и последняя вещь, что же у нас последнее в нашем коктейле успеха? Как нам сделать, чтобы наш язык был не просто на уровне хорошего понимания и хорошей такой осознанности, да, когда вы хорошо понимаете на слух, вы хорошо догадываетесь, что вам говорят, вы хорошо читаете, вы быстро понимаете суть, вы в принципе неплохо пишете, потому что вы знаете, как пишутся эти слова, вы их видели очень часто, да, их спеллинг вам знаком. Но, можно сказать, у вас барьер сохраняется именно в том, чтобы озвучить все то, что вы знаете. Получается, что у вас пассивный запас достаточно большой, он прям активно, интенсивно развивается, но при этом в актив вам очень тяжело что-то вывести. Вы очень хорошо принимаете уже информацию, вы ее хорошо понимаете, разбираете, вам все достаточно понятно, но при этом выдать из себя что-то вам до сих пор тяжело. Два момента. Первый момент. Не нужно по этому поводу расстраиваться, потому что в большинстве случаев вам это просто не надо. То есть, если вы работаете репортером на Russia Today, к примеру, да, вы знаете этот канал Russia Today, постоянно можно слышать там речь, как говорят русские люди, русские репортеры, которые работают на этом канале, постоянно делают какие-то репортажи на английском языке. Вот им действительно нужно постоянно говорить, им нужно постоянно тренировать навык воспроизведения речи на английском языке, продуцировать свои мысли на английском языке, фиксировать их на английском языке, проговаривать их на английском языке, делать это быстро, делать это качественно. Но они делают это каждый день. Готовы ли вы делать это каждый день? Готовы ли вы свою жизнь сейчас так круто изменить, чтобы такой коммитмент сделать, да, чтобы такой крутой поворот в своей жизни сделать, чтобы уделять говорению голосом конкретно тренировке именно этого навыка несколько часов в день? Если вы готовы, тогда, конечно, ваше говорение тоже может стать таким же легким и очень похожим к тому, как говорят носители языка. Но это может быть стать целью всей жизни, да, добиться такого уровня. Зачем? Большинству людей это не нужно. Этот уровень, этот потолок многим в принципе не нужен. Очень многим достаточно легко и свободно смотреть фильмы, легко и свободно смотреть сериалы, легко и свободно понимать песни, легко и свободно понимать разговаривающего рядом с вами человека. И на удовлетворительном уровне, обратите внимание, на удовлетворительном уровне изъясняться, доносить свои мысли и чувствовать себя комфортно. Вам комфортно в этом общении, потому что вы довольны этим уровнем, вам достаточно.
Как только у вас планка поднимется, у вас появится петух, который клюет вас в одно место и говорит: эй, дружок, я хочу там стать репортером, или я хочу стать директором какой-нибудь очень крупной фирмы именно в Штатах, именно конкретно в каком-то штате. Да, ну, допустим, вам нужен конкретно калифорнийский, или, к примеру, вам нужен чисто британский, если вы собираетесь работать в Лондоне, или вам нужен австралийский, если вы хотите поехать именно в Австралию, и так далее, и так далее, и так далее. Там уже появится эта специфика. Но пока вас не клюет этот петух, и пока вы точно не знаете, с кем вы будете говорить несколько часов в день на постоянной основе, когда это и о чем, на какую тему это будет происходить, не мучайте себя чувством вины, что вы говорите как-то недостаточно хорошо, как-то недостаточно fluently, как-то недостаточно похоже на то, как это делают носители языка. Перестаньте морочить себе этим голову, потому что в большинстве случаев вам это просто не нужно, это не приоритет, да? Но вы должны знать следующую вещь, что когда у вас очень качественный, пассивный словарный запас и очень качественный навык понимания, когда вы очень хорошо понимаете на слух, вы понимаете живую речь, вы понимаете суть, вы хорошо, свободно смотрите фильмы, слушаете песни, читаете книги, вы ориентируетесь, допустим, в интернете, можете блоги читать, сайты читать, вы и так чувствуете себя свободно. Ваши знакомые скажут: ух ты, Маша, как здорово, английский знает, она фильмы смотрит, там песни слушает. И в принципе это уже большой-большой успех. Поэтому вам не надо сразу все и все сразу. Я привожу пример с городом, когда вы живете в городе, например, в большом Москве, например, но вам не надо знать все улицы, все районы, все улицы, как к ним проехать и так далее. Есть, в конце концов, навигатор, да? Вот. Но вам нужно знать несколько основных маршрутов на работу, в банк, в магазин, за ребенком в детский садик и так далее. То есть это те главные маршруты, которые вы отрабатываете. Вам не надо знать все. Так и здесь в языке. Не распыляйтесь, не распространяйтесь и не мучайте себя стереотипными такими вот убеждениями, что вроде как надо, да, что-то у меня не так. Все у вас отлично. Вот, поэтому радуйтесь за себя и за все свои успехи. Итак, как вы видите, здесь уже появилось, да, там небольшой такой был у меня технический момент. Вот, и вдруг появилось слово фиксация, непонятно вообще откуда оно взялось. Объясняю. Почему так? Говоря о говорении, забавно звучит, да, возникает очень много вопросов у людей, и вот первый из них это вот именно такой достаточно мифическая надобность говорить именно так, как носители, очень быстро и так далее, и так далее. Это все очень мифическая такая потребность. На самом деле, как я уже сказала, это большой коммитмент, и нужно уделять этому ежедневно очень много времени, конкретно говорить. Для этого нужна четкая цель и мотивация. Если этой цели у вас нет, то мотивации у вас, соответственно, нет тоже, и не будет искусственно ее создавать, не получится, будет только чувство разочарования и недовольства самим собой. Вот, поэтому адекватное отношение к своему говорению у вас должно быть. Я называю это адекватное отношение фиксации. Что значит фиксация? Сначала может показаться непонятным. На самом деле все очень понятно. Вы читаете книгу, вы смотрите сериал, вы смотрите фильм, вы получаете оттуда какую-то информацию, вы следуете, допустим, тому рецепту, который вам даю я, вы делаете грамматический разбор, лексический разбор, вы берете себе набор фразы, вы берете себе набор конструкций, и, допустим, вы больше ничего не делаете. Вы их выписали и все. У вас нет результата того, который вы хотите все равно. Да, вы лучше стали понимать на слух, да, вы стали больше понимать, как сказать, но как вы не говорите в итоге. Понимаете? То есть вы в итоге не фиксируете полученный навык, полученное знание, я имею в виду. Да? То есть вы это не доводите в навык, не делаете этого дальше. То есть последний шаг, последний этап такой, да, вы его не делаете. То есть получается, вы уже понимаете, вы даже знаете как, вы поняли как, вы знаете как, но вы не делаете. И получается, что у вас вот такой вот двухногий стульчик, который одной ножки ей не хватает. Нужна еще одна ножка, чтобы ваш стульчик стоял, чтобы этот коктейль работал. Обязательно нужна вот эта составляющая, эта фиксация.
Вы эту фиксацию можете делать голосом, то есть проговаривать новые полученные фразы. Я привожу часто пример с тем, как вот, допустим, мы затронули кулинарию сегодня. Купила, пошла себе в индийский магазин шафран. Классная, дорогая индийская специя. И стоит она, потому что по привычке я туда это никогда не клала, и не знаю, как оно будет на вкус, ни цвет, ни запах мне непонятен. Но если вы не рискнете попробовать, вы так и не узнаете, какова же на вкус, допустим, какой же на вкус плов с добавлением шафрана. Поэтому нужно пробовать. То есть у вас есть в ассортименте вот такие конструкции, вот такие фразы, они у вас в тетрадочках, в блокнотиках все лежат, да, красиво, все у вас там всего полно. Но вы рот открываете, у вас все равно выпрыгивает школьная программа или программа какая-то совсем, казалось бы, не соответствующая вашим усилиям, которые вы прикладываете. Вот чтобы этого не было, вы должны брать с полки и добавлять в пищу. Брать из книжки, из тетрадки и вносить в свою речь, вносить это в практику, то есть я это называю фиксацией материала. Ее можно зафиксировать как? Проговорить просто как попугай. Это самое простое, вы просто как попугай повторяете. Увидели фразу, паузу повторили, послушали, паузу повторили, прочитали в книжке, ага, стоп, проговорили, повторили то же самое. Один вариант, по принципу попугая вы просто повторяете. Голосом, да, просто проговаривайте голосом, повторяйте. Второй вариант, более продвинутый и более творческий, когда вы эту конструкцию или эту фразу вкручиваете в свой контекст, подгоняете свою речь, подгоняете то, что вы говорите, или подгоняете то, что вы пишете, под эти фразы, под эти конструкции, и как бы их туда вкручиваете специально для того, чтобы ее использовать, попробовать, а как оно поедет, не поедет, вкусно будет, невкусно, как оно вообще получится. И тогда только ваша речь реально начнет меняться, тогда уже действительно будет видно, что у вас пошел эффект, вы начинаете звучать по-другому, и вам будут говорить, слушай, ты так вот как-то стал интересно говорить, выражать свои мысли как-то по-другому, речь стала чище и более аутентично, она больше похожа на то, как говорят носители. Почему? Потому что вы перестали бояться брать новые какие-то конструкции, брать новые какие-то фразы и вкручивать их в свою речь. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вносить новое, пробовать новое, и этот опыт закреплять и развивать. Поэтому фиксация голосом, еще раз говорю, вы проговариваете с партнером, со своим другом, просто со своим воображаемым другом, с самим собой, с плеером на запись, вы просто записываете сами себя. В телефонном тренажере, да, тренажер телефонный звонок, который у нас в Simple System мы даем, пожалуйста, вкручивайте там в контекст эти новые конструкции, фразы, пробуйте, проговаривайте, кладите на язычок. Со своим партнером вы можете, с преподавателем это можете делать, вы это можете делать как угодно, пойти в разговорный клуб, там это вкрутить, пойти на киноклуб, там это вкрутить, где-то в соцсетях пообщаться, в скайпе и так далее. Возможности в 21 веке всегда есть, где это сделать. В конце концов, у нас есть Simple System, которая доступна. Пожалуйста, если вы еще пока не студент, приходите, пробуйте. Все ресурсы, все инструменты, все даны для этого, да? И второй вариант фиксации – это фиксация текстом, что, конечно, проще намного, это более, скажем так, комфортно, вы находитесь в зоне комфорта, то есть вы тут же посмотрели сериал, к примеру, вы зафиксировали из потока 5-7 каких-то фраз, вы, допустим, сегодня уделили внимание, разобрали какой-то материал, взяли какую-то конструкцию себе на борт и думаете, да, вот надо бы вот это как-то вкрутить в речь, да, зафиксировать, в практику это все ввести. И вот как это ввести, за счет чего, где эта площадка, где это можно делать. И тут уже, опять же, в Simple System у нас это есть Skype-чат, где у вас, у каждого, как есть личная площадка для общения, как личный персональный твиттер, куда вы пришли и написали, что вы думаете, куда вы идете, что вы делаете, что вы собираетесь сделать, да, ваши мысли, все, что у вас на душе лежит, пожалуйста, приходите, выражайте свои мысли и вкручивайте туда все новые фразы. Вам обязательно нужно это прописать, хотя бы прописать, это уже будет фиксация. Вы это можете пост какой-то сделать в своем блоге на английском языке, хотя бы предложение одно. Очень удобно делать отзывы, например, сайт tab.com, там, где у нас ролики идут с .com, да, то есть вы под каждым роликом огромная лента комментариев на английском языке. Напишите хотя бы одно предложение, что вы думаете по этому ролику, у вас уже будет чувство удовлетворения, вы уже зафиксируете какие-то интересные фразы и конструкции.
делайте это. То есть те же группы, допустим, Begin English, да, всем известные группы ВКонтакте, которые постоянно народ комментирует какие-то картинки и так далее. Делайте, комментируйте свои мысли. Нужно учиться продуцировать по-английски и фиксировать их по-английски. Вот она пришла, какая-то идея, подумайте, как это сказать, используя новые полученные знания, и вкрутите, подстройте это и зафиксируйте. Итак, о фиксации. Зачем она нужна, что она позволяет делать? Когда вы за счет потока, за счет разбора делаете свой, то есть поток вам обеспечивает регулярное чувство языка, развитие языка, интуитивное понимание языка, у вас постоянно идет вот этот поток, то есть ваша река не заиливается, можно сказать, все время идет такое постоянное освежение, все время новое вливание, новая информация, какой-то такой апдейтинг получается, да, все время. За счет разбора это становится вам все более и более понятно, все более и более осознанно, все более и более, все больше и больше вы начинаете знать, как выразить ту или иную вещь, знать, как построить то или иное предложение, как выразить ту или иную какую-то свою мысль, свою суть, да, которую вы хотите. За счет же фиксации происходит следующее. Вот у вас расширяется ваш пассивный такой словарный запас, ваше понимание, вы хорошо читаете, хорошо понимаете, у вас словарный запас увеличивается, больше грамматических конструкций вы знаете, больше фраз вы знаете. Но как только доходит момент, что вам нужно что-то сказать, у вас вылетает опять какое-то все преснятина, да, какая-то пресная такая. Вот именно поэтому связь между пассивом и активом, она происходит через эту фиксацию. Или голосом вы это делаете, или текстом вы это делаете, или голосом и текстом. Что еще лучше, вы делаете и то, и другое, стараетесь это делать. Таким образом, получается, весь ваш актив, он что делает? Активизируется за счет вот такой фиксации новых полученных каких-то фраз или конструкций голосом или текстом. Это очень-очень правильно, и это очень-очень интуитивно, такое понятно и правильно. То есть это очень естественно на самом деле. То есть у детей это так происходит, когда они учат язык и в естественной среде. Поэтому это очень и очень правильно. Постарайтесь это делать. Теперь давайте конкретный алгоритм действий, что надо делать и как это надо делать. Давайте еще раз по порядку. Допустим, вы работаете, да, вечером приходите с работы, включаете компьютер, выходите на сайт Ororo TV, находите сериал, допустим, Modern Family, пишите, заводите такой блокнотик себе небольшой, кладете возле компьютера, берете красивую ручку, пишите Modern Family Episode 1. И потом дальше, во время просмотра, расслабленного, в кайф, просто смотрите, балдеете, да? И вот вдруг какая-то фраза привлекает ваше внимание, какая-то фраза, какой-то оборот, какая-то конструкция вам очень понравилась, вам кажется это полезным, соответствует вашей цели вообще, да, то есть по фильтру, по цели, да, мне это надо, я это буду использовать, мне подходит, мне нравится. Вы это себе записываете, смотрите дальше. Вот у вас получилось там 5, 7, максимум 9 таких вот выписанных штук за серию, да? Посмотрели, хорошо. С потоком поработали, зафиксировали. Ваша задача эти фразы хотя бы проговорить голосом после того, как вы прописали. Вы их выписали, проговорите их еще разочек, зафиксируйте. Или напишите что-нибудь в чат, используя эти фразы. Внесите в них жизнь, вдохните в них себя. Возьмите все-таки это, используйте, внесите в практику. Не оставляйте это просто на полке, не оставляйте это просто в тетрадке. От того, что вы это просто записали в тетрадку, ничего в вашей речи, в вашем говорении не поменяется. Это очень важный момент. Далее, разбор. Разбор это далеко не поток, поэтому разбору нельзя уделять очень много времени и брать сразу много материала. Нет. Разборы мы все даем. Simple System полно разборов. И по Modern Family, и по роликам Стеткома, и другие разные видео разборы у вас есть. То есть там четко есть две функции, да, разобрать, например, в Simple System есть такое упражнение, вы знаете, если вы студент, если не студент, но будете, вы знаете. Упражнение есть такое how to или how to say, да, то есть вот как сказать вот это, вот так, а как сказать вот это, а вот так. Это мы отрабатываем, какие фразы нам нужны, и очень легко в таком простом варианте, доступном, отрабатывается. А есть другой материал, когда в лекционном материале я выдаю какую-то тему грамматическую, говорю, ребят, вот это, вот такая-то штука, она называется вот так, вот используется для этого. Если вы хотите сказать, если бы я хотел, то я бы сделал вот так, то нужно взять вот такую формулу и вот так вот ее построить.
Таким образом, мы набираем себе понятно, логически, где вам объяснили, почему именно так, вы набираете себе грамматические конструкции. Это есть разбор, да, в нашем случае в Simple System это готовые разборы, они уже для вас готовые, вы только нажимаете play, слушайте внимательно, где вам все объясняется, разжевывается, в рот кладется. Ваша задача и ваша ответственность, что вы должны сделать, это взять тетрадь отдельно для разборов. То есть у вас есть блокнот для потока, просто рядом с компьютером лежит, и вы там во время потока фиксируете что-то. В разборе это отдельная тетрадь, которая у вас будет для фиксации грамматических конструкций и для фиксации фраз, отдельно по тому материалу, по которому у вас разбор. Не обязательно это должно быть одно и то же. То есть вот, например, вы начали смотреть Modern Family, посмотрели первую серию, вторую, третью, четвертую, пятую, там первый сезон посмотрели, то разбор вы можете делать одну серию первую, хоть месяц, хоть два, разбирать одну серию, по чуть-чуть, и пока вы там доползли до середины серии, например, вы в потоке уже смотрите второй сезон, к примеру. Но по разбору вы плететесь очень медленно, старательно, внимательно, слушая каждый разбор, который у нас есть, или делая его самостоятельно. Выписываете конструкция, выглядит вот так, ассоциация с ней такая, пример вот такой. Как бы я это использовал? Вот так. За счет этого разбора у вас все больше и больше появляется инструментов, как выразить свою мысль. Вам все легче становится выражать свои мысли. Понимаете, о чем речь, да? Вот, поэтому как это делать? В этой тетрадке вы выписываете, вот, допустим, вы слушаете разборы, я вам обращаю ваше внимание, вот обратите внимание, вот это очень полезная конструкция. Потому что зачастую вы начинаете выписывать все подряд. Вы не понимаете, что вам надо, а что не надо. И это вам нравится, и это все нравится. Поэтому желательно все-таки, чтобы вам подсказал грамотный человек, что стоит выписывать, а что нет, что стоит брать себе на борт, а что нет, что соответствует вашим целям, а что нет. У нас это уже пройденный этап, поэтому там конкретно вам говорится в разборе. Вот эта конструкция нужна для того, чтобы вот так, вы ее себе записываете. И четко по принципу формулу 3 в одном делаете, то есть как оно выглядит, то есть, например, gonna have to do this. I'm gonna have to do this. Что это? Вот этот зверь, да, конструкция. I'm gonna have to do this. Второй момент, ассоциация, крючок ассоциативный. Что это вообще такое? Зачем это надо, да? Возможно, мне придется, скорее всего, мне придется сделать это. Это ассоциативный крючок. Желательно, чтобы вы помнили, где это, кто сказал, в каком случае, зачем, чтобы вы картинку могли вспомнить, да, чтобы у вас был четкий образ, импринт, там, где контекст, мимика, жесты, интонация, цветовой набор, все вместе, звук, вы помните, как это звучало, вы помните, как это в субтитрах было написано. Все, весь набор такой, да. И третий момент, как бы мне это вкрутить в свой контекст. И вы думаете, тут же на ходу где-нибудь там с другом, в семье, с любимым человеком, на работе, какой-то пример. Да, пожалуй, мне придется, допустим, обратиться к специалисту и так далее, да. I'm gonna have to do this, да. I'm gonna have to go to the specialist. I'm gonna have to do this. Мне, скорее всего, придется это сделать. Вы должны это прочувствовать. И как только вы это прочувствовали, вот вы чуть-чуть маленькую одну конструкцию взяли, разобрали сегодня, разбора не должно быть много, повторяю, зафиксируйте это как-то голосом или проговорите это много-много-много-много раз, положите на язычок, чтобы оно стало вам комфортно, понятно, прочувствуйте это. Или же пропишите это в чат, напишите в письме, в смс-ке, куда-то вкрутите это в свой контекст, чтобы ваш язык начал преображаться, меняться, чтобы вы начали выходить за рамки привычного вам уже языка. Понимаете, это вот некая зона комфорта, где вы одни и те же фразы повторяете, у вас слова-паразиты какие-то есть, да, и вот он какой-то пресный. А все новое, что оно вливается к вам через фильмы, через ролики, да, через те же видеоразборы, но вы это не даете этому возможности проявиться в вашей речи. За счет фиксации это возможно делать, поэтому делайте, пожалуйста, фиксируйте все письменно или голосом, проговаривайте.
Это тот самый мостик, так можно сказать, к вашей активной, красивой речи, чтобы ваша речь начала меняться, преображаться, и что-то новое в ней уже появлялось, и вы тогда уйдет этот русский налет такой, да, вы начнете говорить как они, а это очень-очень важный момент. Не просто кальку делать, а говорить как они. Ребят, я надеюсь, я очень понятно объяснила. Если все-таки что-то осталось непонятным, пожалуйста, я открыта для общения всегда. Пишите, звоните, задавайте вопросы, потому что этот коктейль проверен, он работает шикарно, если все делать по рекомендации, вот по рецепту, да. Если вы все сделаете так, как я говорю, у вас все получится, у вас будет супер-пуперский результат, вы почувствуете, как ваш язык начинает преображаться, вы начнете понимать отлично, вы начнете знать, как говорить лучше, как говорить правильнее, как выражать свои мысли, как доносить свои мысли, как предложения строить, да, по-английски, так как они это делают. И у вас это будет еще и закрепляться на практике, то есть вы или голосом будете развивать, или письменно будете это все фиксировать, в зависимости от вашей цели. Самое главное всегда это ваша цель. Напоминаю, я вас очень-очень-очень люблю, я вам каждому желаю успехов. Ребят, занимайтесь, пробуйте этот коктейль, он действительно работает, и он практически бесплатен, да, то есть вы можете это делать и сами, а можете воспользоваться нашей системой Simple System, где мы для вас уже там это все подготовили. Как хотите, в любом случае результат у вас будет. Всего хорошего, желаю вам успехов, пока-пока, до новых встреч, надеюсь, очень скорых встреч, пока-пока.